Абдылдаев Куштарбек работает водителем маршрутного такси более 10 лет. Его рабочее время начинается в 6 утра и заканчивается поздней ночью. По его словам, маршруточники понимают ситуацию, но они тоже в трудном положении из-за пандемии и подорожания запчастей, ГСМ и продуктов. Сегодня цены на все повысились. К примеру, машины у всех старые и требуют ремонта, а запчасти дорогие. Дизельное топливо дорожает с каждым днем. Помимо этого, продукты питания тоже дорожают. Ведь помимо всего этого, мы должны же на что-то жить еще, кормить свои семьи. Ранее состоялась встреча городских служб с руководителями частных фирм-перевозчиков и водителями по вопросу повышения тарифов за проезд в маршрутках. Водители попросили повысить стоимость проезда в маршрутках в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти. По словам главы Ассоциации пассажирских перевозок, с 2012 года не поднимается тариф. На тот момент дизельное топливо стоило 22 сома, а сейчас 36 сомов. Вот 9 лет не рассматривается тариф. Поверьте мне, если бы каждый год по одному сому добавляли бы, сегодня было бы 19 сом. Ну пусть 18 сом. Конечно, сегодня накладно. Сейчас любой возмутится, скажет, как, было 10 и стало вдруг 20, да? Это же, с чем это связано? Грабеж, да? Но все это нормативно прописано. Люди, ответственные за это дело, должны были что-то предпринимать. Так вот это и есть тот крик, что 9 лет не делалось, и еще неизвестно, сколько они будут делаться. Депутаты городского кеңеша готовы рассмотреть вопрос повышения тарифов, когда муниципалитет внесет проект постановления. Вопрос должен быть решен поэтапно. Проект должен пройти экспертизу, анализ регулятивного воздействия в соответствующих органах, получить заключение профильной комиссии, пройти общественное обсуждение. Бишкекский городской кеңеш, мы готовы обсуждать тариф, да? Но мы не можем так вот с улицы взять и принять тариф. Да? Для этого есть определенная процедура. Процедура, которая согласовывается в антимонопольном комитете, потом АРВ, Министерство экономики, потом мэрия готовит постановление. На данный момент в столице работают 39 транспортных компаний маршрутных линий. До начала пандемии на линию выезжало ежедневно порядка 2500–3000 тысяч маршруток. На сегодняшний день их число сократилось в 2 раза. Сейчас поступает очень много жалоб, что маршруток нету на линии, интервал движения большой. Да? Мы вот по поручению нашего исполняющего обязанности мэра города Бишкек Балбака Зарлыковича и куратора по транспорту вице-мэра Азбека Эсенбековича управления городского транспорта нами подготовлено 30 схем движения по городу Бишкек для передачи аутсорсинга. Это получается государственное частное партнерство. С ними, то есть любой желающий может предоставить автобусы большой вместимости, да, и могут участвовать, то есть с ними создаем меморандум и составляем договор. Между тем, наша съемочная группа поинтересовалась у простых граждан, стоит ли поднимать тарифы за проезд. Жоқ, біз жол киренин кымбатташына каршыбыз, пенсионерлер. Пенсиябыз аз болсо биз кантип жол жүрөбүз? Жоқ, мен каршымын. Зарплаты остаются прежними, тарифы повысят, на что людям жить? Если повышать, значит повышать надо заработные платы. Вы же знаете, заработные платы очень низкие, особенно учителей и врачей. Эгерде ошо бара турган аралыгына жараша төлөгөндөй бир системаны киргизсе дагы жакшы болмок. Эгерде алысыраак болсо 15 сом кылып, жакыныраак болсо балким 10 сом кылып. Азыр кандай болду? Шаардын бул башынан тиги башына барганга чейин 10 сом, а бир остановкадан бир остановка барганга чейин да 10 сом. Отметим, вопрос о повышении платы за проезд в микроавтобусах поднимается практически каждый год. В последний раз тариф за проезд маршрутных такси поднимался в 2012 году с 8 до 10 сомов. Документом, который установил тариф, постановлялось рассмотреть и концепцию развития общественного транспорта в Бишкеке. За эти годы разными градоначальниками озвучивались разные предложения по этому поводу, но сейчас можно наблюдать, что ситуация не изменилась. Азамат Кенжешев, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.